Добрый день, уважаемые коллеги в студиях, коллеги, присутствующие в стенах института очно, наши уважаемые партнеры. От имени Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми я рад всех вас приветствовать на нашем торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов нашей с вами совместной работы в области финансового просвещения, обучения финансовой грамоте в наших образовательных организациях Республики Коми в 2020-2021 учебном году. Со мной в студии наши партнеры, как я уже говорил, это Юрий Михайлович Железняк, исполняющий обязанности управляющего отделением Национального банка по Республике Коми, Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, и Наталья Валерьевна Синицкая, начальник отдела методологии и бюджетного процесса Министерства финансов Республики Коми. Коллеги, сегодня финансовый аспект затрагивает практически все сферы нашей с вами жизни. Финансовые знания, финансовые в области финансового просвещения помогают нам принимать правильные решения по рациональному использованию, формированию нашего личного бюджета, семейного бюджета. И наша общая с вами задача заложить основы этих знаний, основы финансового воспитания нашим дошкольникам, школьникам, студентам организаций среднего профессионального и высшего образования. То есть обучить молодое поколение умением распоряжаться финансовыми ресурсами. Для этого у нас в Республике Коми созданы необходимые условия. Функционирует региональный центр повышения финансовой грамотности Республики Коми. Наши педагоги ежегодно на системной основе повышают свою квалификацию по вопросам финансовой грамотности. Проводятся различные обучающие мероприятия. Во всех образовательных организациях республики реализуется комплекс мер, направленный на повышение финансовой грамотности наших воспитанников и обучающихся. Только в 2020-2021 учебном году, уходящем году, да, для наших выпускников он еще не закончился, сейчас горячая экзаменационная пора, в 290 образовательных организациях реализовывались различные образовательные программы по вопросам финансовой грамотности. Надо отметить, что более 20% дошкольных образовательных организаций и почти 70% школ, в которых как раз реализуются отдельные такие программы. Кроме того, во всех образовательных организациях нашей республики реализуются такие учебные предметы, как обществознание, ОБЖ, право, тематическое содержание которых как раз содержит вопросы повышения финансовой грамотности наших школьников. В 2020-2021 учебном году наши образовательные организации очень активно включились в онлайн-уроки финансовой грамотности, которые организуются Национальным банком Российской Федерации. И вот сегодня как раз торжественное мероприятие связано с подведением этих итогов. Ну и давайте будем считать, что наше торжественное мероприятие открыто. Я хочу слово предоставить Юрию Михайловичу с такими, наверное, какими-то тоже приветственными словами всем участникам, которые задействованы в этих процессах, в повышении финансовой грамотности наших обучающихся и наших педагогов, безусловно, тоже. Юрий Михайлович, спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое. Добрый день, коллеги. Во-первых, я бы хотел поблагодарить все учебные заведения и Министерство образования, науки и молодежной политики за ту поддержку, которую вы оказываете такому масштабному, системному и глобальному проекту Банка России, как онлайн-уроки финансового просвещения. В Республике Коми завершилась весенняя часть этой программы. И в целом в данном мероприятии у нас очень большой прорыв. 110 образовательных учреждений республики приняли участие в данной программе. 16 профессиональных образовательных учреждений. В общей сложности практически 15 тысяч просмотров. 700 уроков финансовой грамотности просмотрели наши школьники, наше подрастающее поколение. Это очень важно, потому что мы все знаем, что проблемы с финансовой грамотностью никуда не ушли, но они постепенно, шаг за шагом решаются. Особой популярностью пользуются такие уроки, как личные финансы, как инвестирование, страхование, борьба с финансовыми и кибермошенниками. Это очень актуальная тема, поэтому Национальный банк Республики Коми принял решение наградить особо отличившихся участников данного проекта лично, соответственно, дипломами и памятными подарками.
Ну, я бы хотел приступить к Да, конечно, Юрий Да, Михайлович. к награждению. В номинации «Самый активный участник онлайн-урока финансовой грамотности в Республике Коми среди городских школ награждается средняя образовательная школа номер 12 имени Олега Кашевого. Самый активный участник. В номинации «Самый активный участник среди сельских образований, среди сельских школ» награждается муниципальное образовательное учреждение Бочевская средняя школа, поселок Нижний Боч Усть-Куломского района. И также я хочу отметить, что в этот раз у нас активно участвовали и средние профессиональные учебные заведения, Сыктывкарский торгово-технологический техникум. Чтобы в экран было. Спасибо. Ну и еще несколько слов. Учитывая, что учебный цикл данного проекта онлайн-уроки финансового просвещения состоит из двух частей. Сейчас закончилась весенняя часть, но я надеюсь, что и в осенние части наши образовательные учреждения примут такое же активное участие. Я напоминаю, что данная программа рассчитана на школьников с 6 по 11 класс и студентов профессиональных учебных заведений. Поэтому для этого необходимо зарегистрироваться и прошу принимать участие. Напоминаю, сайт программы называется dnifg.ru. Спасибо еще раз Министерству образования за поддержку. Спасибо, Юрий Михайлович. Сейчас я хочу предоставить слово Наталье Валерьевне, начальнику отдела методологии и бюджетного процесса Министерства финансов Республики Коми. Наталья Валерьевна, пожалуйста. Во-первых, хочу перейти сначала к торжественной части. Тоже отметить тех педагогов и воспитателей, те образовательные школы, которые внесли существенный вклад в повышение финансовой грамотности. Я считаю, что у нас уникальный, наверное, опыт. Мы решили мотивировать наших активистов в области финансовой грамотности, в отличие от других, допустим, регионов, да, Российской Федерации. Здравствуйте. Да, и решили наградить лучших представителей муниципальных образований. Позвольте лично наградить присутствующих и озвучить тех, кто действительно принимал активное участие, по крайней мере, поименно. Так. От имени Министерства финансов Республики Коми, лично от исполняющего обязанности министра финансов Республики Коми Александра Сергеевича Кумлева прошу предоставить возможность поблагодарить Филиппову Анну Истратьевну, извините, пожалуйста, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад номер 8 комбинированного вида село Гулино. Благодарственное письмо исполняющего обязанности министра финансов Республики Коми хочу вручить Рулиной Марии Юрьевне, учителю английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы село Вячево Прилуцкого муниципального района.
также благодарственное письмо исполняющего обязанности министра финансов Республики Коми. Хочу вручить Кетовой Надежде Ивановне, учителю также английского языка, муниципального образования, муниципального бюджетно-образовательного учреждения, средняя образовательная школа, село Вячево, муниципального района Римский. Спасибо, Наталья Викторовна. Валерьевна, прошу прощения. Да. Несколько слов о дальнейших перспективах развития деятельности в области повышения финансовой грамотности. Валерьевна, пожалуйста. Да, можно слайды открыть, но я бы все-таки хотела еще отметить тех педагогов и воспитателей, а также образовательные школы, которые у нас сегодня не присутствуют в зале очно. Вместе с тем я не могу умолчать и сказать, что у нас представители ВУКТыла, это Непогодина Ольга Валерьевна и Чепалыгина Анастасия Игоревна, учителя истории и обществознания, также внесли существенный вклад в повышение финансовой грамотности. Учитель истории и обществознания Попова Диана Андреевна из городского округа Инта также будет награждена благодарственным письмом. Всем мы вам передадим в Инте через замглавы. Она у нас 30-го будет в Сыктывкаре. Лично им передадим. Я думаю, что также в праздничной обстановке вам вручат эти благодарственные письма. Кроме того, хочу поблагодарить гимназию при главе муниципального района Сосногорск и муниципально-бюджетное образовательное учреждение Целемская школа СОЖ, а также муниципально-бюджетное учреждение дополнительного образования района Центра детского творчества Гудвин Уссыльмы. Кроме того, у нас активно принимают участие в мероприятиях по финансовой грамотности муниципальное образовательное учреждение гимназия номер 2 Воркуты Андронович Елена Вячеславовна. Также Туринбеков Радик Хамитович, извините, пожалуйста. Это, получается, школа номер 40 города Воркуты. Тарабукина Анна Андреевна у нас из Кирчонской средней общеобразовательной школы Усть-Кулома. Так, еще кого не назвала? Так, средняя образовательная школа номер 2 ПГТ Нижний Одесс, я уже им передавала благодарственные письма. И Сусинская, еще хочу отметить, Митусову Людмилу Валерьевну и Агалакову Наталью Тимофеевну. Спасибо вам огромное за тот вклад, который вы вносите в повышение финансовой грамотности, финансовое просвещение наших детей. Ну а теперь о перспективах. Да, пожалуйста, слайдик. На этом слайде, конечно, собрала самое основное, то есть что у нас системный подход повышения финансовой грамотности в Республике Коми. Это документы, которыми вы тоже можете воспользоваться. Наша региональная программа по повышению финансовой грамотности. Ее можно легко найти в «Консультант Плюс», посмотреть для общего сведения. Следующий слайдик, пожалуйста. Хочу отметить, что наша региональная программа была актуализирована в 2021 году в соответствии с методическими рекомендациями Минфина России и Банка России. И, как видите, превалирующие мероприятия принадлежат все-таки образованию. 37 мероприятий. Следующий слайд, пожалуйста. По результатам 2020 года у нас больше 128 тысяч жителей приняло участие в различных мероприятиях. Это более 15%. Хочу отметить, что редкий тот случай, опять же, и опыт в Российской Федерации, что во всех наших муниципальных образованиях сформированы дорожные карты, либо программы по повышению финансовой грамотности, пусть небольшим перечнем мероприятий, но все-таки у нас задача решается комплексно. И как вы видите, на территории муниципальных образований реализовано практически 15 с лишним тысяч мероприятий.
Следующий слайд, пожалуйста. Ну и по итогам наша программа, конечно, высокоэффективная. Все вы знаете, что уровень финансовой грамотности населения по итогам 2020 года у нас очень высокий. Мы занимаем 2-е место среди регионов Российской Федерации. Средний уровень, кстати, по России это 12,35 баллов, а у нас 13,45. И все это благодаря в том числе и вашей работе. Я бы хотела отметить основные моменты, которые бы вам помогли в вашей работе. Мы все понимаем, что деятельность учителя очень сложна. Вы должны и про пожарную безопасность как-то реализовать вопрос, и про другие какие-то моменты, которые не свойственны, может быть, педагогам. И тут вот еще финансовая грамотность. Поэтому я хочу отметить те ресурсы, те возможности, которые бы вам помогли в вашей работе. Во-первых, у нас, еще раз напомню, кто не знает, работает региональный центр повышения финансовой грамотности. Ссылочка на страницу ВКонтакте, там все данные вы можете найти, в том числе данные руководителя этого регионального центра Ружанской Натальи Вячеславовны, в том числе и телефон. Наш региональный центр повышения финансовой грамотности реализует очень много различных мероприятий, реализует и программы повышения квалификации, в том числе обучение игротехников, что немаловажно. То есть сейчас программа образования сложная, и дети все равно больше воспринимают, когда все это интерактивно. А у нас очень много интересных игр, которые связаны с финансовой грамотностью. Проводят различные крупные мероприятия. Это и семейный финансовый фестиваль, финансовый форум. Фестиваль у нас прошел в Сыктывкаре 17 апреля. Форум у нас ежегодный, уже должен состояться в ноябре 4-й. О нем я чуть-чуть попозже скажу. Так вот, чтобы заработать какие-то, так скажем, плюшечки, да, я вот выделила вам следующие моменты, что этим региональным центром повышения финансовой грамотности проводятся различные конкурсы. Конкурсы по соответствующей тематике, и призами являются деньги, то есть не просто дипломы, да, и благодарственные письма, вы можете действительно заработать на своем опыте, на своей деятельности, дополнительные какие-то вклад в свой семейный бюджет сделать. У нас есть конкурс проектов по представлению бюджета для граждан. Проводим региональный этап федерального конкурса. Призы, как видите, вот на слайде представила, от 6 до 8 тысяч. 6 для физлиц и 8 для юридических лиц. Республиканский конкурс методических и проектных разработок повышения финансовой грамотности, что это, наверное, для вас немаловажно, потому что вы внедряете свои методики, у некоторых они новые, вот, допустим, по иностранным языкам, это, ну, я считаю, что уникальные какие-то моменты и практика. Вот, поэтому мы благодарим наших педагогов. Призы от 4 до 6 тысяч. Также республиканский творческий конкурс для детей и молодежи. То есть вы научили своих деток чему-то, вы также можете их сориентировать, чтобы они приняли участие в этом конкурсе, либо сами. Если вам еще нет 30 лет, то, в принципе, вы видите разброс участников от 5 до 30. Вы можете сами спроецировать какой-то кейс, который подходит под соответствующую номинацию конкурса, принять участие и также заработать деньги до 8 тысяч. Сейчас до 15 сентября заявки еще на этот конкурс принимаются. Вы можете, вы еще успеваете принять участие в нем и что-то интересное сформировать, а может быть, у вас уже что-то интересное есть. Следующий слайд, пожалуйста. Также нашим региональным центром осуществляется ведение портала финансовой грамотности Республики Коми. Наверное, не каждый знает, может быть, и пользуется данными, но для вас я конкретно выделила те позиции, вот зелененьким. Это размещены конкурсы, викторины, олимпиады различные, библиотека. Вопрос-ответ можно задать и получить... задать вопрос и получить от соответствующих консультантов ответ.
Есть календарь мероприятий, которые планируется провести не только на территории региона, но и федерального масштаба, если это мероприятие онлайн. Для педагогов отдельно выделена позиция, для школьников и студентов. То есть все это вы можете себе в помощь, все материалы найти на портале. Кроме того, у нас есть еще порталы. Юрий Михайлович, подскажите. Финкульт, да, Финкульт и ваши финансы. Вот два портала, которые тоже должны стать вашими помощниками. Никто вас не заставляет делать что-то новое, изобретать велосипед. Все уже сделано. Только внедрить и использовать в своей деятельности. И, конечно, хорошим подспорьем являются уроки онлайн. Я бы вот прям рекомендовала, потому что не нужно здесь готовиться педагогу, затрачивать свои силы, время, а квалифицированно учащимся преподают информацию от ведущих специалистов Российской Федерации. Следующий слайд, пожалуйста. Что хотела бы сказать про наш финансовый форум. На слайдике есть ссылка, на которой размещены, опять же, отсылочные моменты на те данные, которые были подготовлены в рамках финансового форума в прошлом году. То есть все у нас сохранилось в записи. У нас было 11 федеральных экспертов, поверьте мне, очень высокого уровня. Вопросы там рассматривались разнообразные. Вот, например, кто знает, ну, вот из присутствующих спрошу, кто знает, когда мы откажемся от бумажных паспортов? В каком году мы лишимся бумажных паспортов? А вот Толкачева Светлана Валерьевна, топ-менеджер ВТБ, говорит, что ориентировочно в 30-м году мы уже с бумажками ходить не будем. У нас все будет в электронном виде. Так вот, я советую все посмотреть, еще раз вернуться к тем, к той информации, которая тоже есть. Также ведь можно использовать в качестве лекции, в качестве, допустим, учебного материала. То есть мы все делаем для того, чтобы упростить вам жизнь. Следующий слайд, пожалуйста. Кстати, очередной форум, еще раз повторюсь, будет в ноябре. Активно, пожалуйста, участвуйте, подключайтесь. Ну и перспективы на федеральном уровне развития каковы? Ну, во-первых, формируется новая дорожная карта по реализации стратегии развития финансовой грамотности с периодом 21-23. И, конечно, значительная доля принадлежит к выявлению и установке тех показателей, по которым будет оцениваться финансовая грамотность и наша работа в том числе. Будут выявляться элементы решения задач национальных проектов вот в части финансовой грамотности. Нацпроекты – это образование, демография, малое-среднее предпринимательство. И теперь по-новому будет мониторить нашу деятельность и вашу в том числе. Это в качестве прироста успеха. То есть насколько больше мы с каждым годом будем охватывать учащихся и граждан мероприятиями, насколько больше мы этих мероприятий будем проводить и так далее. Ну и в помощь, конечно, будут работать федеральные методологические центры и будут различные федеральные масштабные проекты. Отмечу, что теперь единая концепция финансовая грамотность, она же бюджетная грамотность и она же инициативное бюджетирование. То есть теперь они неотрывно связаны между собой, и это, наверное, правильно, потому что все это касается финансов. Следующий слайд, пожалуйста. Для ознакомления, вот на слайдике я выложила те KPI-показатели министра финансов Российской Федерации, которые на сегодня уже обозначены и включены ему, значит, в оценку эффективности деятельности. Как видите, к 30 году планируется 100% охват школьников и студентов образовательными программами, содержащие компетенцию в сфере финансовой грамотности. Но с остальными вы ознакомитесь более подробно. Следующий слайд.
Ну и, соответственно, наша задача Республики Коми– это следовать политике Российской Федерации. Мы актуализируем нашу программу, будем непосредственно сотрудничать с такими федеральными партнерами, как Национальный НИФИ, научно-исследовательский финансовый институт Минфина России, и АРФГ, это Ассоциация развития финансовой грамотности. Это два наших крупных партнера федеральных, которые реализуют очень много интересных проектов. Вот именно сейчас, в 10 часов, уже начался конгресс волонтеров финансового просвещения, который организует Ассоциация развития финграмотности. Я в КРИРО отправила ссылочку на подключение. Если будет интересно, можно будет переслать педагогам, потому что это не один день мероприятия, и там будет очень много различных моментов, интересных в том числе для педагогов. Ну и опять же, еще раз обращаю внимание на то, что не всегда сам педагог должен работать в этом направлении. Он может привлекать каких-то партнеров. Вот на сегодня, допустим, мы активно работаем с нашими новыми партнерами. Это журнал, региональный журнал, детский журнал «Радуга» для младших школьников. Мы надеемся, что у нас в сентябре выйдет целый журнал, выпуск, посвященный финансовой грамотности. Отслеживайте, кто является подписчиком этого журнала. Отлично вы получите, а тот, кто еще не подписался, ну, не могу агитировать, но можно просто выкупить соответствующий журнал. Кроме того, активно продвигаем вопрос финансовой грамотности через площадку Кванториума. И также, ну, тоже к сведению хочу сказать, что мы начали работать с БНК, и скоро выйдет серия публикаций «Люди и финансы», касающиеся конкретных историй, конкретных людей. Рассматривается, понятно, без фамилий, без имен, рассматривается финансовая ситуация, то есть как зарабатывают деньги, куда тратят, как накапливают, как сохраняют. И ведущие эксперты, финансовые эксперты, делают оценку, все ли делают правильно, на что обратить внимание. Если вам интересно, вы можете обратиться к нам также, мы вас сориентируем на редакцию БНК, и тоже вашу историю можно будет рассмотреть. Вы увидите, какие плюсы и минусы вашей финансовой, так скажем, жизни существуют. Ну и хочу отметить, что мы не зря сегодня собрались, да, и отмечаем вот самых активных в просвещении финансовой грамотности. Мы надеемся, что это будет регулярно. И раз в год мы, наверное, такие мероприятия будем проводить, потому что действительно благодаря вам проводится огромная работа. Мы можем только помочь вам в вашем сложном деле, но в любом случае вы ближе к детям, а дети – наше будущее и благосостояние и республики, и страны, хоть это и громко сказано, но зависит от навыков и знаний наших детей. Следующий слайдик можно? Вот, так, электронную почту почему-то не отобразилась, ладно. В общем, если возникли какие-то вопросы, я готова на них ответить. Контакты можете найти через КРИРО, в принципе, да. Я всегда открыта на диалог, на беседу, на консультацию. Спасибо еще раз вам огромное, потому что действительно вопрос это важный, касается каждого из нас. К сожалению, пока без финансов у нас никак, я думаю, что еще долгое время. Спасибо большое. Спасибо, Наталья Валерьевна. Я хочу присоединиться, уважаемые коллеги, к словам наших партнеров, словам благодарности за вашу действительно такую активную позицию в области финансового просвещения нашего подрастающего поколения, потому что это очень важно на самом деле, нужно и необходимо, особенно в нашу современность, да, в век информационных технологий, необходимости
соблюдения информационной безопасности и так далее, и так далее. И отдельно, конечно, слова благодарности за мобилизацию, за активизацию участия в весенней сессии уроков, онлайн-уроков финансовой грамотности, потому что это в том числе и имидж республики. И поэтому за это вам тоже, конечно, огромное спасибо. Что-то есть еще, коллеги, добавить? Могу я еще добавить, вот, к сожалению, забыла, сразу не сказала. У нас еще есть такое мероприятие «Финансовый зачет». В этом году он проводился впервые. К сожалению, тут Республика Коми не блещет, но ситуация может быть такова, что наши граждане начали проходить тестирование и бросили. Может быть такое, потому что никто не стоял за спиной, да, и не проверял, на все ли вопросы ответили. Вместе с тем, я считаю, что уровень знаний наших граждан, нашего населения значительно выше тех, которые сегодня занимают лидирующие позиции. Представители Ассоциации развития финграмотности, которым сейчас передан этот проект, отметили, что в этом году, где-то ориентируешься в ноябре, да, будет очередной финзачет, и будет финзачет среди школьников в том числе. То есть это будет новое, поэтому тоже, наверное, как-то организованно, может быть, пройти тестирование, чтобы и охват был у нас соответствующий. Опять же, это престиж Республики Коми и ваша работа, оценка вашей работы. Насколько вы молодцы, насколько вы вложились в этот вопрос и насколько наши детки тоже грамотны в области финансов. Спасибо, Наталья Валерьевна. Коллеги, уверен, что в новом наступающем учебном году мы с вами продолжим эту работу, будем расширять направления в области финансовой грамотности нашего подрастающего поколения. Поэтому всем удачи в этой работе и будем завершать наше сегодняшнее мероприятие. Спасибо, коллеги, что подключились в студиях муниципальных образований, в управлениях образования, и коллегам, которые нашли время очно участвовать, принять участие в этом мероприятии. Спасибо всем большое. До свидания.